Доброе утро, друзья! Доброе лесное утро! Погодка просто прелесть сегодня. Там Саша один. Там вон Саня второй. А вот это я. А почему утро доброе? Потому что только пробурился, закинул удочку, пошел буриться дальше. Вот первая, вторая лунка. Смотрю, у меня удилище аж чуть ли в лунку не уходит. И вот, пожалуйста, успел выхватить. Вот он, красавчик какой. Вот он, хорюзок. Опа-на, это что у него? Глисты. Сань, полная жопа глистов. Жопа глисты поперли. Вот тенати. Сейчас мы их попробуем вытащить. Вот тебе и чистая речка. Мы отсюда воду пьем. О. Зараза какая. Вон, это что за глисты? Хрен его знает. Что за глисты? Но это глисты по-любому. Так что вот их сколько. О, обратно заползают, обратно. Смотри. А. Полная жопа глистов, видишь? Вон. Это что такое? А что за глисты? Глисты? Не, а что за глисты такие? Я что понимаю, что ли, вон я сначала вон сколько вышли они на морозе. Потом он еще руками выдаю. Иди твою налево. Это с задницы получается, это в кишках. Вот так и ешь потом свежепросольную рыбу. Это что-то, как называется он? Ну эти-то. Но это не ленточный глист, это не знаю как. Так, друзья, если кто знает, можете писать в комментариях, что это за глисты. И можно ли подхватить их от этой рыбы. Фигня какая-то получается. Первый раз такой вижу. Я ни разу не видел. У мальков видел, у окуней видел, у харюза первый раз вижу. Ладненько, будем надеяться, что дальше будут безглистовые рыбы. А у него уже, блядь, смотри, сколько у него. Че, Саня, сколько? Сколько? 6 штук. А мы тут... А вчера сидели, ничего их не было. А мы тут глистов рассматриваем. 6 штук Саня поймал уже. Надо ловить. А? Еще клюет. Молодца. Надо ловить. Так. Сашка уже поймал 10 штук. У меня так и один. Клюет на стоячку почему-то. Вот поставил удочку. Не трогаешь его, нет шевеления, он клюет. Начинаешь шевелить, он не клюет. Взял вот такую удочку, блесенка. Вот такая вот с опарышами. И сверху нимфочка. Она была красивенькая, с крыльями, но крылья уже пообъели. В принципе, она работала. Сейчас попробуем на нее. Глубина здесь не очень. Лед, правда, толстый. И с одной стороны, это хорошо, что он намерз. Хоть можно на снегоходе ездить по реке. Че, Саш, все на стоячку или как? Тоже? У меня тишина. Весело живем, Саш.
Самый лучший день приходил вчера. Да, Сань? Спали до утра. Мелко там? Ага. Ну, там спад получается как раз. На бровке получается. Решил Сашкину лунку обловить, пока его нет. А там кончилось, он все передергал уже. Идет подготовка букса к поездке. Что, Саша, мы делаем? Очищаем его от льда, который набрали вчера. А, точно, мы же вчера... Вчера мы 2 раза провалились под лед. Ну как? Проваливалась жопа, выезжала, вытаскивала корыто. Мы уже ехали по лункам, получается, по майнам. Вот такой вот опасный лед на лесных речках. Но это там, где завалы, где глубокий снег. А так, где снега нету, вон лед, метр, наверное, да? И слизы надо очищать от льда, чтобы оно гусянка не терло. Ага. И оно А. снегом смачивает, и чтобы не нагревались. От льда нагреваются? Не, лед стоит на них, Ну. она трет, а надо, чтобы слизы работали, они же гуляют. Вот, а они за счет снега остывают, трение идет. А лед, когда есть кусок, получается, гусянка не достает до них. Нет вот этого трения, чтобы она в эти входила. У меня вообще другая система. Вот где слизы, у меня вообще этих колес не видать. Колеса... У меня просто 2 такие идут на пружинах. Там внутри где-то. Ага. 2 или 3 даже. А тут не поймешь. Вроде бы... А, тут 2 в одном. И катково-балансировочная подвеска. Да. И склизовая. И слизы тоже вот так. Слиза тоже гуляет. Она сидит на середине. 2 в одном получается Да. здесь. А у меня отдельно та подвеска, отдельно это снимается, ставится та. Нет, это все вместе. Ну. Но при этом сюда еще ставятся большие колеса. Отдельно продаются. А, дополнительно? Да, нет, это убираешь. Ну. На эти же крепления ставятся большие колеса сюда. 3 штуки. Ага. 3 больших колеса. То есть подвеска у тебя будет вот такая, вот, видишь? Мгм. Вот такая вот будет. Это чтобы по пересеченной местности гонять? Это чтобы осенью ездить по лесу. По лесу, по болотам, да? По болотам, да, Ну. ездить. Вот. Ясно. Плюс вот эти снимаются лыжи. На лыжи сюда вот А тоже колеса? колеса ставят сюда. Мгм. И ездишь только. Тоже есть колеса, нет? Колеса мы не покупали. Ага. У нас просто денег не хватило колеса взять. Они там каждое колесо что-то около, не знаю, там около 2 штук стоит. Ага. Но они уже готовые, как бы с креплениями, все, их только вот сюда вставляешь и все. То есть они Ну. уже тоже как типа, балансировка там. Надо проверить. Ну что, Саня там уже один скучает, поехали. Привет, аборигены! Едем дальше мы на рыбалку. Тормози! Можешь дальше проехать, здесь бурит. Ладно, все. Тормози! Здесь в свое время рыбу ловили. Вот она тут, вот, да, поворотик. Тут, вот тут. И неплохо так ловили, штук по 10-15 бывало с одной лунки, бля, вытаскивали. Да. Верхний слой от льда немножко. 5 сантиметров. Какой 5? Наверное, 3 даже, да? Вот он, наш спаситель. Иначе бы мы сейчас по воде бы ездили. Не успел.
Сашка обрыбился. Рюска поймал. А? Там просто тупо. Ага. Зацепился что-то как будто бы. Раз. Подсек, да? Одну просто спустил, все, видимо, услышал откуда-то, прилетел, блядь. Может быть, может быть. Ну и мы по дну постучим. Стукачки. Бум. Опа, 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 опа! Ха-ха! Смотри, на нимфу взял. Молодец какой. Хариус Михайлович. Вчера Иваныч был, Петрович. Сегодня Михалыч, да? Сегодня Михайлович. Иваныч Михайлович ловили. Оп, 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 пошел, пошел, пошел. Это Михайлов сын. Это Михайлов сын, да. Смотри, я по дну хотел постучать, а он это на нимфу взял, на маленькую. Опа, еще поклевка была. Клюет. О, третий. Опа, опа. О, поменьше. Саня! Мы 5 штук уже выдернули, иди сюда. Иди эту яму облавливай. А я даже не знаю, что так клюет. Ну, он поклевки были. Сейчас на червя взял, на блеснул, а первый на нимфу. Где рыба есть, сразу берем. Ну, так мы только тут бурили, считай, и не было ее. Или подошла? А запах какой? Запах просто обалденный, блин. Баллончик чуть-чуть повытирает. Что говорить не буду? Обурю, говорит, обурю эту яму. М. Всё. Я сейчас на стоячку оставлю, он должен долбануть, по идее. Боюсь, только что будочку не утащил. Должен. Мне за всю жизнь только одну удочку утащили. Должен, да Лена клюет, Лена. Да. Должен, да не обязан. Да ладно, клюнула? Да. Не видел. Ну, мелочь, наверное. Я говорю, тоже, говорю, по дну постучу, до дна еще не успел дойти, хапысь, блин. Ну. Ты меня обманул, Саш. Не хочет он. Может, укололся. А где у меня вторая удочка? О, уловчик. Сегодняшний уже. А, вот он. Тут она желтая была. Она до того уже от времени обтерлась, видать, об камни, об песок. Она белая стала. Вся краска слезла, блин. Ну ничего, она с полосками получается. Видишь, как, ну это, червяк маленький. Рабочая мормышка. Вон какая. Есть белые такие, есть желтые. Вот, говорят, белые на стегов хорошо идет. А, красавчик! Опять на нимфу взял, смотри. И сорвался. Куча мичек Хариус. Куча мичаком. Вот он. Вот он. А, какой запах! Запах тайги. Запах реки. Получаю я от рыбы. Ну смотри, я только долбил, да, отошел, вернулся, постучал, бац. И он просто тупо не ударил, ничего, он просто повесился, знаешь. Но я не растерялся, слабину не дал и вытащил, и он прямо на льду уже ушел, ну, сошел. Если бы я отпустил, он, получается, бы все ушел.
получается, он слабо берет. Вот так же по дну стучу, получается, нимфа поверху, получается, гуляет она. И вот у обоих крупных, считай, поймал на эту нимфочку. А я, блин, этот сарай положил, повесил на стеночку, думаю, не забыть взять. Нимфу? Да, и оставил. У меня в машине она лежала. М. Оторвалась, и в машину я положил, чтобы ну, не забыть, чтобы не потерять. А этот, шел-то этот, для этого. В этом. Сработало. Я все думал. Но он с другой стороны тоже мешается, когда на нижнюю попадает хариус. Да, Верхняя бывает облет цепляется на течение. Бывает подводит. С одной стороны. С другой стороны, смотри, вот видишь, двоих поймал на эту, именно на нимфу верхнюю. Бам, бам, бам. И не бам-бам. Ладно. Рекламная пауза. что это за зараза? Смотри, я тебе про эту мормышку и говорил. Красную какую-то. Вот, вот я на нее хариуса все время ловлю. Ну вот, Лодочка. в настоящей воде. Но у меня есть похожая, только она более светлая, красная с черными полосками. У тебя вишневая с черными полосками, у меня красная с черными полосками. Есть такая тоже похожая. Вот на нее хариус. Сейчас на него клюнула, да? У меня эту мормышку укусила щука на озере. Я потом эту щуку на следующий день поймал на жерлице во рту. Может, видел фотки, я выкладывал тоже ВКонтакте. У меня две мормышки украла она. Большую блесенку такую и маленькую такую мормышку перекусила. Я шестерых поймал, пасти вскрываю. Вот она одна моя, вот вторая моя. Мича, Мича. Ай, куча Мича. Говорю, вообще слабо. Тын-тын и все. И как будто бы ушел, блин. Красавец. А нет, потом. На беленькую-то, да? Да. Красавец. Ага. Ну так. Тянем, потянем, вытянуть не можем, да? Нет такого, да, бум, как весенний-то. Зимний. Ну, виснет. Мой тоже вот второй повесился просто. Висельник. Саня! Помаши рукой! Кстати, здесь... А, нет. Стой! О, приехали. Саша рыбу увидел. Надо буриться. Видишь, он не просто падает. Он падает там, где рыба. Че, буримся? Погодка просто супер сегодня. Солнышко. Ветра нет. Вот такая зима мне нравится. Небольшой морозец. Градусов, наверное, 10-15. Не больше. Александры у меня остались позади. Я решил пройтись вперед. И там пару рыбок поймали. Что-то облавливают лунки. Лед толстый. О, сколько тут? Метр почти. Это хорошо. Это радует. Чем дольше лед, тем дольше мы будем на ней рыбачить весной. Так, пока бурился, была поклевка. Кто-то клюнул. Тюк-тюк. Не успел. Значит, рыба здесь есть.
Клюнула опять же на стоячку. Сейчас попробуем. Течение здесь тоже есть. Попробуем свеженького червячка нацепить. Бутерброд у нас получится. Сюда свеженького опарыша. А то они что-то уже поднатаскались. И мы попробуем его поймать. Не любит он тухлятину, любит свежачок. Так, ладно. Уговорил. Сюда цепляем свежего опарыша. А сюда мы сейчас зацепим червячка. Червяк. Червяк. Так. Я думаю, он вряд ли устоит перед таким угощением. Видно, да? О, как он хвостиком крутит. Сейчас мы его попробуем поймать. Сначала сейчас уберем своих червячков. Ну что, приятного аппетита. Кушать подано. Ну, ждем. Что вам еще не нравится? О, мышиный переход. Тык-д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 ык. И обратно. Туда-сюда что-то гоняли по реке. А мы идем дальше. Вот он вроде бы. Вот он вроде бы этот плесик. Или нет? Или да? А нет, вот он вроде дальше там. Попробуем здесь побурить. Побуриться, побуриться. Как же все-таки хорошо в лесу, а? Обалденная рыбалка. Мне нравится. Нет-нет, да поклевывает. И неплохие клюют. Такие зачетные. Большого крупняка, конечно, нет, но. Что, где-то здесь? Вроде как. Раньше ловил. Попробуем. Попробуем. Здесь глубины мало. Хариус. Я не знаю, как он бочком или как плавает. Как-то мне клюнул здесь хариус. Я его, наверное, минуты две пытался вытащить. О, бур дошел до дна. Так и есть, глубины вообще нет. Да, вот здесь. И так, и сяк. Так и не смог завести в лунку его. Леску перетерла об край лунки. И все. А вес был такой хороший, больше килограмма по-любому. Теперь каждый раз, когда я прохожу возле этого места, в надежде, в ожидании, кидаю вот пенек с трухлявым грибом. Да, вот это место точно это. Как бы я приметил его. Ну, больше крупных. Вообще глубины нет. Вон. Тут сантиметров, я не знаю.
может быть 10-15 подо льдом. А рыба клюет. Клевала, по крайней мере. А будем надеяться, что и сейчас клюнет. Не хочет. Не хотят. Ладненько, будем буриться дальше. Обалдеть! Ни хрена себе стадо прошло, да? Они еще по сырому ходили, по сырой воде. Вот это стадо. Тут штук десяток, не меньше. Вот и береза. Калина, стой! Вот я видео-то снимал, кедровка-то, когда утащила. Смотрел, нет? На ютубе. Вон на этой березе кедровка тогда сидела. Рыбу утащила у меня. А тут вон, тут пошел вон. Все, плюс, да? До тех завалов можно все буриться здесь. Пока бурил, начало клевать. Видишь, на стоячку клюет, а на дрочку нет. А почему? Что за вопрос? Да потому что он насос! Золотамина, менцикадан. Клюнул как взрослый, так дик-дик-дик. Я ему, а почему? Он, да потому. Я ему, что за вопрос? Чего? Да. И он клюнул сразу и запутал мне нимфу. На блесенку взял. Угу. Вот он, красавчик. Вот он, хороший мой. Инскадан. Ты его, видать, не тем кормил, Сань. А? Может быть. Главное, я сначала думал, ну, зацеп. Видать, дернул. Я хотел только-только у тебя спросить. Я говорю, ты здесь не цеплялся? Бац, второй раз. А это не зацеп. Не доглядел, не доглядел. Вот какая мелочь. Тык-дык-дык-дык-дык. О, ушуршал. Нашел дырку. Маму позови. Вызывают на родительское собрание, скажи. Мы тут порешаем, что с ней делать. Да-да-да. Маму или папу. Желательно обоих. На нимфу взял. О, Саня тоже поймал. На новом месте новая рыба. Старое место все обловили.
Переехали на новое место. И сразу поклевки. Аж твоя очередь вытаскивать. Тащи. Второй. Кого съел? А. На глубине взял или повыше? На глубине? Так, бурим дальше. Бурим, бурим, ледобурим. Жалко, день короткий, да? Самый лучший день. Блин. Отошел и поклевка была. Вот он, вот он, вот он, вот он! Вот она! Хороший мой! На блесну. Ну, повтори дубль. Или в каждой лунке по хариусу. Ладно, ты пока подумай. Как дальше жить? Была поклевка. Поклевка, говорю, была. Да. Да. Вечернего клёва нету. И у меня он укололся, наверное, клюнул разик сейчас. Вечереет. А хариус клевать не хочет. Разжирелся. Хариус зимой в большой цене. Да. Блин, дернул-то хорошо, наверное, укололся. Сдриснул. У меня тут такой бутерброд и черви, и опарыши, там целая куча, блин. И не хочет. Не хотеть не хочет. Морду он ворочит. Вот заканчивается день. Наш сегодняшний улов. 60 штук. Прекрасный хариус. Отличный. По 20 штук на брата. Да. Ну, это уже получше, чем вчера. Вчера было 11 только. На брата? На сестру. Сейчас поедем в избу. Сделаем дрова. У нас там еще пол-литра энергетика. Больше? Ну да, чуть больше. На сон грядущий вкусного напитка. Жрать есть. О, а что он у тебя здесь дымит?
Закончился второй день. Завтра выезд. Сегодня поздно вышли, вот, где-то около 9, да, наверное, вышли? Это что, медленно, потому что не прогрето еще? Куда газовать-то? Поворот же делают. А, Газу даже улетишь, не вместе. Поворот. фара такая яркая, блин. Паровоз, стой! Поехали! А мы едем за туманом. И куда-нибудь приедем. Самый лучший день приходил вчера. Завтра будет лучше. Завтра поймаем 100 штук. До завтра! До завтра!